Мой Крым, с самого детства я живу, дышу тобой. Какая тайна скрыта в твоей красе, в этих мистических скалах, в этих древних горах. Как мне разгадать эту тайну? Родина, ты радость моя и моя печаль. Как долго мы боролись за право жить на этой священной земле. Как сложен и тернист был путь возвращения домой. Через какие пришлось пройти препятствия, чтобы стереть черный след депортации. Кто преодолел их, тот знает цену Родине. Кто они, те, кто первым встал на этот путь? Кто открыл дверь родного дома для всех остальных? Кто, презрев все запреты и препоны, сумел вернуться первым и начал строить новую жизнь? Об этих людях я хочу написать книгу. Алло. Здравствуйте. Алейкум Здравствуйте. селям. Энвер ага дома? Дома? Да-да, дома. Позвать его, Саграем? если можно. Шында бардаққа. Сейчас, минуточку. Энвер! Энвер! Тебя к телефону! Сейчас иду. Алло. Алейкум Здравствуйте. Здравствуйте. Алейкум селям. Здравствуйте. Benim adım Elmas. Ben sizге telefon açқан adam. Так это вы звонили? Хош Добро келдіңіз. пожаловать, доченька. Кеш, кеш. Проходи. Добро пожаловать, Эльмас ханым. Спасибо, Фера ханым. Энвер ага, я хочу написать книгу о возвращении на родину. Ведь этот путь был полон преград. Нашему народу пришлось много выстрадать. Как начинался ваш путь возвращения? Уместить эту историю в несколько фраз будет очень сложно. Эта боль продолжает жить в сердце, и без слез вспоминать о ней невозможно. Но я постараюсь вам об этом рассказать. Любовь к родине нам привили родители. Когда речь заходила о Крыме, чувствовалось их волнение и трепет. Родители всегда говорили, что без Крыма не смогут жить. Впервые я увидел Крым в 1971 году и влюбился в него навсегда. Мой первый подарок из Крыма – коробка с землей. Эту землю отнесли на кладбище, на могилы тех, кто уже не увидит Родины. Я несколько раз ездил в Крым, а потом начал уговаривать отца переехать туда.
Он просил меня дождаться окончания института, но я так полюбил эту землю, что не мог ждать. Перед глазами 1973 год. В те годы, если приедешь в гости к крымским татарам, на следующее утро сразу приходила милиция. Проверяла документы, почему приехал, сколько планируешь находиться. Пытались выгнать из Крыма. Угощайся, брат. Спасибо, сестра. Ну как спалось, сынок? Спасибо, дядя. Спал как ребенок. Знаете, дядя, на родине чувствую себя иначе. Я так полюбил Крым. Молодец, молодец. Конечно, сынок. Чем нас в Крыму будет больше, тем лучше. Конечно, трудности есть, но перебравшись сюда, мы должны жить вместе, потому что Крым — наша родина. Да, родина. Это теперь моя самая большая мечта. Угощайся. Кто пришел? Кажется, снова они. Салмановы, обязан вас предупредить. Лица татарской национальности, прибывшие из Узбекской ССР, нарушают паспортный режим. Дядька, зачем вы это говорите? Вы лучше бы сказали, когда вы нас попишете. На утро дядю вызвали и сделали выговор. Да. Да. Понял. Петр Алексеевич, исполним, сделаем. Ходите. Василий Асанович, проходите. Вы какой пропагандой занимаетесь? Вы чему детей учите? Видишь, какой? Понаехали тут. И родственников еще приютили. О родине разговаривают. Родина там, где вы родились. В Казахстане, в Узбекистане, за Уралом. Вот езжайте туда и там разговаривайте, живите. И о прописке забудь. И речи быть не может. Все, свободен. Проблем возникало очень много. Сколько же всего мне пришлось сделать, чтобы прописаться. Я всего лишь хотел жить со своей семьей на родной земле. Но куда бы я ни пошел, везде слышал одно и то же. Уезжайте отсюда, вам здесь будет сложно. Мне было неудобно рассказать о геройском прошлом моего отца, но, к сожалению, я вынужден был прибегнуть и к этому, чтобы получить желанную бумагу. Поехал в Севастополь, рассказал, что мой отец был участником войны. Попросили назвать фамилию. Муслидинов Бекир Мамбетович, старший лейтенант медицинской службы, 602-й стрелковый полк. О, поздравляем, пожал мне руку. Я поблагодарил его. Я к вам пришел с просьбой. С одной просьбой пришел. Я вас слушаю, дядя. Вы мне можете ходатайствовать насчет прописки, дядя? Так как вы постоянно посылаете открытки, желаете хорошего, близких, а я его сын. Он посмотрел на меня. Нет, мы это не можем, дядя. Дядя, а что вы можете? Скажите, только открытки посылать, дядя. Куда ни приду, везде была у них одна информация. Как только увидят фамилию в паспорте, говорят, что работы нет. И ведь всем было известно, что в гаражах стояли новые машины. Многих не хотели брать на работу из-за пьянства, а меня из-за моей национальности. Глеб Петрович, здравствуйте. Что? Глеб Петрович, на работу никто не берет. Все спрашивают прописку. Помогите. Пойдемте.
Ну, Глеб Петрович, помогите, пожалуйста, мне с пропиской. Ну, помогите, пожалуйста. На работу не могу устроиться. Муслидинов, я вам неоднократно говорил, уезжайте отсюда. Татар здесь не прописывают, будет хуже. Сколько можно? Одно и то же тверди. Родина, да родина, заладил. Все равно буду жить в Крыму. Энвер ага, в то время пришлось пройти через множество испытаний. Был ли у людей страх? Чувства страха не было. Было единство. Наши предки говорили, что сила в единстве. Сейчас мне вспомнился один человек. В Марьино жил доктор Энвер Аблаев. Очень известен он был среди нашего народа. Он так поднимал дух, так меня воодушевлял. Он говорил мне: «Не забывай, тезка, наши предки здесь жили, и мы жить будем». Посмотри, дочка, на этот саженец. Совсем недавно наш народ был таким же крепким, сильным, как и он. Мы даже представить себе не могли, что в 44-м нас с корнем вырвут из родной земли. Но Всевышний защитил росток нашего народа, и он вырос крепким деревом. А как мы можем его защитить? Будем поливать чистой водой. Если придет враг наливать ядовитую воду, чтобы он перестал плодоносить, мы не должны этого допустить. Чтобы саженец был сильным, нам нужно обязательно его защищать. Что для этого нужно сделать? Восстановить прежнее единство. Восстановив единство, мы сможем этот саженец сохранить. Энвер ага, когда вы вернулись на родину, поселились в этом доме? Это мой 5-й дом. Я ведь в Крыму с 75-го года. В то время нашему народу в Крыму дома не продавали. Жилье найти было сложно. Выхожу как-то из магазина, подходит ко мне в стельку пьяный мужик и спрашивает: «Вы дом ищете?» «Да». «Моя бабушка вот уже 8 лет продает дом, продать не может». Хозяева! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. А вы дом продаете? Дом? Ну, продаю. А скажите, а посмотреть можно его? Ну, давай, заходи. Спасибо. Вот тут у меня кухня. Вообще у меня дом хороший. Я бы его не продавала вовсе, если бы не дочка. У меня дочка с зятем, они живут в Краснодарском крае. И вот уже 3 года как зовут меня, у них большой хороший дом. Вот смотри, вот это вот комнатка, вот это вот комнатка. Я вот уже наконец решила распродать все свое хозяйство и поехать к ним. Да. А как тебя зовут-то? Энвер. Ты что, татарин? Да, что? Я ничего против татар-то не имею, но я жила с ними, вот у меня тут были соседи, не тебе столятым, вот там вот жила Гульнара, я с ними очень дружила. Да, тяжелая у вас судьба, конечно, но понимаешь, в чем дело-то? Ну, не разрешаю татарам дома продавать. Ну, Марья Ивановна, ну это с детства моя мечта. Да понимаю, я понимаю, ну не могу. Хорошо. Я заплачу больше, чем вы просите. С детства, говоришь, мечта? Да, с детства мечта, Марья Ивановна. Ну ладно, тогда так. Деньги все сразу. Да, да. Угу. Я расписку тебе, ты расписку мне. Обязательно. Да, еще. Въезжать будешь ночью, чтобы никто не видел. Все, я понял, Марья Ивановна. Только у меня к вам большая просьба. Что? Я вам деньги полностью целиком, но вы меня ни при каких условиях не выгоняйте с этого дома. Да поняла я, все поняла. Несмотря на то, что в этом доме не было условий, текла крыша, в комнатах холодно, сыро, газа нет, воды, я все же купил этот дом у женщины. Стал работать во дворе, вышел как-то, смотрю, сосед. Я с ним и познакомился. Опять напился. Да достала ты уже! Ну выпил чуть-чуть, все с этого!
У себя дома нахожусь в конце-то концов. Убирайся! Пила! Чтоб я тебя не видела! Ты зараза! Пошел в будку, я тебе сказал! Эй! Здравствуйте. Здравствуйте. Ты кто? Я Энвер, сосед ваш. Как? Энвер меня зовут, сосед ваш. Татарин, что ли? Да, татарин. Я Николай Иванович. Николай Иванович, рад знакомству. Я тоже. Откуда приехал? С Узбекистана. Да, многие ваши приезжали. Тяжело им здесь. Слышь, сосед, есть чем-нибудь выпить, а? Я вообще не пью. Как? Совсем? Николай Иванович, вообще не пью. Могу предложить только чашечку кофе. Николай Иванович, пойдемте со мной в дом. Кофе выпьем. Странно-то какой-то. Сам не пьешь, а в гости зовешь. Эх, сейчас бы чарочку. Да за знакомство, а, сосед? Николай Иванович, говорю же, не пью. Ладно. Странный. Спортсмен. А как местное население встречало крымских татар? Да, давно это было, но все до сих пор перед глазами. Их здесь пугали крымскими татарами. Они ведь нас не знали, поэтому верили всем страшилкам и боялись нас. После того, как я начал часто видеться с соседом, он начал понимать, что мы не такие, какими нас представляют, что мы возвращаемся на родину предков, чтобы жить здесь, созидать, что наши намерения чисты. Только после этого он начал понимать. Николай Иванович, доброе утро. О, привет, сосед. Доброе. Что делаете? Да вот решил картошку посадить. Николай Иванович, давайте отдохнем. Целое утро копаете. Вот жена моя испекла. Курабье называется. Попробуем. Вкусно. Вкусно? Да. Она старалась. Николай Иванович, давно в Крыму? С рождения. Да? А семья у вас большая? 2 ребятишек. А сам-то? У меня жена. Вот ждем скоро сына. Это хорошо. Николай Иванович, знаете, что хотел спросить? Хочу быка купить. Не знаете, где можно взять? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Много пришлось сложных дней пережить, но мы понимали, что кроме Аллаха нам никто не сможет помочь. Поэтому мы и молились, уповая на Всевышнего. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Благословенная вода. Какой у нее вкус. Вода очищает человека. В нашей религии также. Сколько бы нас ни порочили, мы своим достойным поведением заслужили любовь и уважение. До сих пор помню, как сосед сделал для меня хорошее. Здравствуйте. Положи. Сосед. Что такое? Ты где был? А что случилось? Да Марья Ивановна тебя целую неделю ждет и ждет, а тебя нет. А что ей нужно было?
Честно, я там мало чего понимаю, но она хотела вернуть тебе деньги. Где ж его носит-то? Пойди еще его докричись. Что надо? О, Колька! Здоров! Ай, ты, Марья Ивановна. Здоров, Коль. Привет. Бог помощь. Соседа своего не видал? Нет. А давно не видал? Ну, порядком. Где ж его носит-то, а? А что надо? Да понимаешь, тут такое дело. Я ж ему дом-то продала, Ну? а председатель меня выписывать не хочет. Говорит, ты же знала, что татарам дом продавать-то нельзя. А что же я могу, подарить колхозу, что ли, дом? Мне же тоже не могу к зятю с пустыми руками приехать. Он мне говорит, ты дом свой верни, а колхоз у тебя выкупит. А мне зачем с ним спорить, зачем мне с ним ругаться? Тоже резону нет, сам понимаешь. Полкан, закрой свою пасть, пустобрех. Знаешь, что, Иван, я тебе скажу? Ты когда свой дом продавала, у меня не спрашивала. И то, что говорит председатель, мне абсолютно до фени. И вообще, как сосед, он меня вполне устраивает. Честный, нормальный мужик. Не то, что ты. Да ты на себя-то посмотри! Алкоголик несчастный! Иди, куда шла! Да подожди, я еще милицию тебе сюда приведу! Все знают, что у тебя в сарае стоит! Знаешь что? И я знаю! Самогонный аппарат! Фу! Алкаш несчастный! Но я ее прогнал. Спасибо тебе, Николай Иванович. Спасибо. Пойдем кофе попьем. Пойдем. И что? И она пришла? Я знаю, что в Крыму тогда невозможно было прописаться. А как вам это удалось? Эльмаз, дочка, можно я расскажу? Да, конечно. О, Аллах, убереги людей от подобного. Мы думали, приедем в Крым молодой семьей. Приехала скорая, и меня увезли в Белогорский роддом. Вечером у меня родился сын. Мне его даже не показали. Я повернула голову, увидела только черные волосы. Потом один день не приносят, 2 дня не приносят. Я спрашиваю, а они говорят, сейчас принесем, сейчас принесем. Не волнуйтесь. А потом мне сказали, что мой ребенок умер. Мой ребенок, дитя мое, не успев прийти в этот мир, ты ушел, оставив меня. Я не хочу в это верить. Как долго я ждала тебя. Ты должен был жить в Крыму, у себя на родине. Ах, дитя мое, мой сынок. Здесь я прожила 7 дней. 7 дней со счастливыми мамами, которые обнимали своих детей и в первый раз познавали, какое это счастье, материнство. Эти дни я никогда не забуду. Извините, пожалуйста.
Нет, сынок, нет! Мне было очень тяжело. В страшном состоянии я пошел к дедушке Джиппару. Сказал ему: дедушка Джиппар, я возьму тело своего ребенка и отвезу в Белогорск. Он ответил: не делай этого, не мучай покойника. Я ему говорю: я покажу им своего мертвого ребенка, тем, кто надо мной так издевается. Дедушка сказал: не делай этого, пожалуйста. Я, конечно же, его послушался. Но в постсовет пошел и сказал: теперь я понял, Глеб Петрович, почему мне сложно будет. Да, мне очень сложно. У меня сын умер. Вы об этом знаете? У меня умер сын. Вы об этом знаете или нет? У меня сын умер! Я знаю об этом. Так если вам об этом известно, знаете и вы. Вы всегда говорили: тебе сложно будет, уезжай отсюда. Да, мне сложно, мне тяжело, мне больно. Но я все понял. Мои предки здесь похоронены. Я сына здесь похоронил! И мое тело будет здесь лежать! Я отсюда никуда не уеду! Знайте об этом! Ту боль, дочка, что у меня на сердце, никто не поймет, кроме Аллаха. Всевышний видел, что мне пришлось пережить за эти 40 лет на родине. Эту боль я никому не смогу объяснить. Она, как и любовь к родине, настолько сильна, что человек, не испытавший этого, не поймет. Посмотри на эту красоту. В этой красоте, на этой земле есть следы наших предков. Мы их не видим, но это так, потому что испокон веков мы жили здесь. И все это надо любить и защищать. Издавна наши предки говорили: лучше умереть, чем запятнать свое имя. Давайте будем достойными их памяти. Давайте будем мужественными, покажем всем, кто мы есть. Мы никому не хотим плохого. Много бед мы прошли, претерпели, выдержали и сегодня потерпим. Аллах говорит: я с терпеливыми, я там, где есть единство. Нам еще много нужно сделать, много работать. И помнить нужно, что Аллах наш великий защитник. Таких историй возвращения нашего народа в Крым тысячи. Истории тех, кто открыл путь на родину. Энвер Муслидинов лишь один из тех, кто в 70-е годы одним из первых вернулся домой.